Добрый вечер, вы смотрите новости на нашем канале в прямом эфире. В студии работает Влад Давыдов. Сегодня в выпуске. Ускорить темпы вакцинации Айсен Николаев дал поручение на заседании оперативного штаба республики. День выборов назначен, дан старт большой федеральной избирательной кампании. В МФЦ новая услуга. Получить официальный статус представителя КМНС теперь станет проще. На очередном заседании оперативного штаба Айсен Николаев поручил ускорить темпы вакцинации в Якутии. Особенно это касается тех районов, где текущим летом проводятся мероприятия республиканского значения. Цитата: «Чувствую, что есть определенное ослабление работы по вакцинации населения на уровне глав муниципальных образований. Конечно, есть районы, где вакцина закончилась и ожидается поступление новой партии. Однако существуют и те, в которых не используют имеющиеся дозы. Например, в Горном Улусе, где в скором времени пройдут игры Манчары, не израсходовано 20% давно поступившей вакцины, когда как к Спартакиаде должно быть привито как минимум 70% населения. Я считаю, что обязательность прививок для ряда групп людей уже очевидна», отметил глава Якутии. Леса республики начали обрабатывать от шелкопряда. Работы стартовали в Хангаласском районе. Специальное средство распыляется из самолета с помощью оборудования, позволяющего расходовать препараты в малом объеме. Таким образом, расход составляет всего лишь 3 литра средства на 1 гектар леса. Выборы в Государственную Думу России пройдут 19 сентября в единый день голосования. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. По всей стране будут избраны 450 депутатов, из них 225 по партийным спискам, еще 225 по одномандатным округам. В связи с этим дан старт большой федеральной избирательной кампании. Более 90 тысяч комиссий начнут готовиться к масштабному мероприятию. В частности, в Якутии в 36 районах и городских округах откроют порядка 800 участковых комиссий, где около 6,5 тысяч человек подготовят безопасный и открытый процесс выборов. Члены политических партий и самовыдвиженцы могут с сегодняшнего дня в течение 25 дней зарегистрироваться кандидатами. Отметим, что самовыдвиженцы для регистрации должны набрать 20 тысяч подписей в свою пользу. Ну а далее до 19 сентября продлится активная агитационная работа среди избирателей. Мы ожидаем в ближайшие сутки принятия решения Центральной избирательной комиссии по формату проведения голосования. Однодневное голосование будет или многодневное голосование. Но практика показывает, что проведение многодневного голосования обеспечивает развод потоков и таким образом создаст все необходимые условия для обеспечения безопасности наших избирателей. К другим новостям. Получить официальный статус представителя КМНС теперь станет проще. В офисе «Мои документы» начали предоставлять новую услугу, рассказывает Дмитрий Тымыров. С 18 июня в офисах «Мои документы» начали оказывать новую услугу для учета лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации. Сегодня мы начинаем прием по новой для нас государственной услуге – учет лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, народам России всего, да. В прошлом году, в 2020 году, в федеральный закон соответствующий были внесены изменения, которые как раз предполагают введение новой учетной политики. Отныне все только упрощается. Если раньше представителям КМНС приходилось отправлять документы через Почту России, либо лично, то сейчас нужно лишь посетить офис МФЦ. Это сегодня, во-первых, значимо. Вот я почему и говорю, что данная услуга вообще предоставляется только Федеральным агентством по делам народов, и она предоставляется только в Москве. Значит, если там были ошибки, конечно, отказывала. Сегодня данная услуга, она уже предоставляется через МФЦ. Чтобы получить данную услугу, нужно предоставить всего лишь 2 документа. Это паспорт или свидетельство о рождении и вкладыш о статусе КМНС. Заявка будет рассматриваться федеральным агентством 30 дней. Отметим, что на сегодня для коренных малочисленных народов Севера на территории региона предоставляется ряд преференций для ведения той или иной деятельности. Я как представитель коренного народа могу рыбачить, заниматься охотой. В этот вид животноводства, который входит и коневодство,
Ну, в общем, все виды традиционного хозяйства, которые прописаны вот в этом законе федеральном. Отметим, что на сегодня на территории Якутии проживает 5 коренных малочисленных народов Севера. Это эвенки, эвены, юкагиры, чукчи и долганы. По данным Всероссийской переписи 2010 года, общая численность данных 5 народов в регионе составляла 39 тысяч или 13% от всех КМНС, проживающих в Российской Федерации. Из этого числа всего лишь около 3000 представителей КМНС региона подали на сегодня заявление в Федеральное агентство по делам народов. Из них было уже получено уведомление порядка 300, уже которые внесены в данный реестр. Остальные пока на рассмотрении, потому что ФАДН направляет запросы в другие органы, чтобы удостовериться во всех фактах, которые приведены в заявлении. В будущем эта услуга появится и на сайте государственных услуг, что также упростит подачу заявления для граждан. А пока такое заявление можно подать только через центры «Мои документы». Дмитрий Тымыров, Татьяна Филиппова, Григорий Охлопков, Якутск. В село Вердигостях Горного Улуса с рабочим визитом приехал председатель правительства республики Андрей Тарасенко. Прежде всего на местах он ознакомился с ходом строительства главных объектов Игорь Манчары: стадион, тир, ипподром, многоквартирные дома. Также премьер провел совещание с оргкомиссией спартакиады, выделил недостающие пункты и пути их решения. Далее ознакомился со сферой предпринимательства в районе, посетил бизнес-инкубатор, а также поздравил с открытием нового колбасно-коптильного цеха с ХПК «Горный мясопродукт». Новый цех оборудован последними моделями техники с мощностью производства до 300 килограммов колбасной продукции в сутки. В мэрии города состоялась презентация книги о становлении и развитии столичной бюджетной системы от 1920 года и до наших дней. Данная книга тиражом в 1000 экземпляров теперь будет находиться в образовательных учреждениях и библиотеках столицы. Мы постарались собрать в нем самое важное из истории столичных финансов, где бы содержалось множество исторических подробностей, документальных свидетельств, фотографий и других ранее не опубликованных материалов. И, конечно же, обязательно воспоминания наших ветеранов финансовой отрасли и руководителей города. Мы работали в тесном взаимодействии с Национальным архивом, Национальной библиотекой, городским архивом и со многими учреждениями и ведомствами. В Аймяконском Улусе ежегодно через Центр занятости населения на предприятии активно трудоустраиваются подростки для работы в период летних каникул. Из Уснеры передает наш корреспондент Светлана Поцелуева. Более 60 подростков 14-18 лет трудоустроено этим летом по договорам 9 предприятий с Центром занятости населения. Не первый год предоставляет такую возможность подросткам и общество с ограниченной ответственностью «Альянс». Принимаем девочек на временные работы, на помощь. Помогают продавцам, занимаются фасовкой, приходят девочки вовремя. Все, какие работы нужно, они совершают, все делают грамотно. Если что-то будет, если девочкам непонятно, все, они интересуются. Трудоустроили в свой коллектив девочек и Центральная районная больница. Требуется помощь в переезде больничного архива, а так дело пойдет быстрее. В летний период мы всегда стараемся привлекать молодежь. Мы считаем, что это в дальнейшем, может быть, поможет им серьезнее относиться к работе. И тем более, если это старшеклассники, сделать свой выбор в дальнейшем, к выбору специальности. Большая группа подростков во главе с педагогом работают по договору с администрацией поселка, наводят чистоту на улицах. Как ты думаешь, вы хорошо работаете? Да, вполне. Не трудно? Нет. Не обидно? Нет. Ну, например, вот вы тут уберетесь, а через 2 дня тут опять накидают. Ну, мы дальше-то убирать не будем, люди сами виноваты в этом будут. Так что пусть, значит, сами потом приходят и убирают это за собой. С своей стороны мы доплачиваем материальную поддержку в размере 4732 рубля 50 копеек, и работодатель доплачивает в районе 10 тысяч. Дети работают около 4 часов в день. Педагоги отмечают, что подростков, желающих трудоустроиться на летнее время, довольно много, и отделение Центра занятости продолжает работу по заключению договоров на временное трудоустройство несовершеннолетних. Светлана Поцелуева, Павел Комин, Уснера.
Навестить Алекминск приехал сын Героя Советского Союза Григория Зорина. Для почетного гостя подготовили программу. В городе есть улица, названная в честь героя, а на аллее героев установлен бюст. Рассказывает Светлана Поцелуева. Есть в городе Алекминске улица имени Зорина. Григорий Трофимович Зорин – герой Советского Союза. Жил и работал в селе Заречный Алекминского района. Там же он и захоронен. Алекминчане и сегодня хорошо его помнят. Самую большую черту, наверное, которую я заметила во всех наших участниках, это необыкновенная скромность. Они не рассказывали об войне. Вот с Георгием Трофимовичем мы очень много беседовали и пытались из него вытащить, так сказать, почему ему дали вот такое высокое звание. Он не рассказывал о своем подвиге. Если он начинал рассказывать вот о штурме, там, переправах и так далее, он говорил о своих друзьях. Что вот эти друзья, вот они первые бросились в бой, там поднялись и так далее. В Алекминск приехал его сын Григорий Григорьевич. Назвали его в честь отца, кстати, и дни рождения у них в один день. Воспоминаний об отце у него не так много, очень много работал, но все связано с бесконечной теплотой. Часто с детьми он становился ребенком. Вот. Он мог также, раньше как менялись там и там, он также с ребенком может общаться как с равным, понимаете? Никогда у него не было там амбиций, что я старше, что это вы молчите, что вы какие-то... в общем-то, и никогда он наставлений таких вот, ты чтобы сделал так, это так, он всегда примером был. Все. В общем-то, если он что-то делает, допустим, рубит дрова, ты должен тоже помогать ему там что-то. В общем, в делах он никогда не указывал, просто говорил, вот это надо сделать и все. Приезд сына героя стал значимым событием. Память о героях живет. История войны связала многое. Григорий Григорьевич обратился к главе республики, написал письмо, что он хочет приехать, посетить могилу отца, посмотреть бюст. И мы, конечно же, на это обращение вышли на Григория Григорьевича, связались с ним, составили план мероприятий. И 2 дня он пребывает в нашем Алекминском районе. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. Таковы новости к этому часу. Итоги дня подведем на телеканале Якутия-24 в 20:00. Оставайтесь с нами, будьте в курсе.